Мы живем в самой замечательной стране на свете, но вопрос о рабочих местах и пенсионном возрасте всегда стоит довольно-таки остро. Все хотят получать пенсию, и я хочу до нее дожить, но сегодняшними тенденциями я в этом очень сомневаюсь. Вы слышали о повышении пенсионного возраста? Естественно. Слышала. Очень большой сделали промежуток. Куда это? До какого? До 34-го года, что ли, женщина должна, да? На какого года повышение будут? Уже до 63 лет почти. Да, до 63 лет. Но это же ужас. Это ужас. Это, мне кажется, совершенно непродуманное. Прям уничтожают население. Так разве можно? Вы представьте себе, женщина ждала пенсию, время подошло, и вдруг резко ей сразу прибавили столько. Как жить? Почему у нас мешают в стране пенсионеры и больные дети? Почему больным детям мы должны собирать на всех каналах, на первом, на втором и так далее? Почему? Почему Родина своих детей лечить не хочет? Дети же это же будущее. А почему пенсионеры, которые работали, кто вот это все создал? Сейчас ведь только работают на офшору, так ведь работают сейчас. Сейчас хотят все богатыми быть. А ведь мы, вот лично я работала, у меня 45 лет педстажа. Я работала, я разве об этом думала? Все-таки мы же Родину поднимали. Почему после войны? После войны. И убрали карточки. Было повышение, то есть стали без карточек работать. Одни народы, одни женщины были и дети. А сейчас почему так получилось? Непонятно. Все увезли деньги за границу. И резко мы стали резко бедны здесь, а те, кто был богатым, еще стали богатыми. Очень плохо. До пенсии не доживем, наверное. А пенсию все-таки хочется получить? Ну, конечно. Хочется работы, мы и налоги платим, и хочется, как говорится, пожить спокойно, не работая, чтобы пенсию получать при этом. Как вы к этому относитесь? Какое ваше мнение? Очень плохое. Мнение плохое. Очень плохо. А почему так происходит? Они все же люди здоровые, больные же люди многие. Вот я больная, я на пенсии, мне еще осталось 2 года работать только. Теперь мне 4 надо будет или 5, наверное, надо будет работать. Как вот? Я нигде не могу пока еще болезнь. это в рассмотрении законопроект, но скорее всего, уже примут. Оно уже приняли, наверное. Уже есть оно, идет, наверное. По возрасту, когда ближе подходит, это так сказать, кто вот налегке, где-то сидят, может быть, но черный рабочий, им все равно это тяжело. Я вышла на пенсию, я черный рабочий, больше ничего не могу сказать. Для моих детей, пока я на пенсию выйду, тоже еще года есть. Но мне просто жалко, если у меня дочь будет до 65 лет работать или 63. Не все же здоровые и одинаковые. У одних могут 85, у меня сестра есть, да, она тоже физически работала, ей 85 исполнилось, в мае, да. Но не всем же. А брат у меня 68 умер. 3 года прошло. Поэтому я даже не могу что сказать, но своих детей, будущих этих, мне тоже жалко, волнует. Потому что я всегда говорила: Господи, тяжелая работа, когда же выйду на пенсию? А тут так продлевают. 55 я еще, ладно, ничего не говорю. Но 65 это куда? Что, мужикам теперь 70, что ли, будут делать? Я это полностью еще, не приняли еще, они говорили, но уже по годам уже прибавляют. 63 женщин, по-моему, сказали, да? 63. Но кто тяжело работает, это тоже нелегко. Это сказать только легко. Мы же в Госдуме не сидим. Кто пашет, у меня сын работает в тяжелой работе. Ему сейчас 45 исполнилось 6 июня. Если ему сейчас 65 лет работает, еще 20 лет эту железную дорогу надо пахать. Оттуда выходили другие, которых я знаю. Я тоже работала там, молодая была, да. Выходили, ноги отнимались. А нас уже, молодой человек, не касается это. Вам уже повезло, да? Нам далеко, за. Нам повезло. Все переживают, все нервничают. Что, у людей на следующий год на пенсию надо работать еще 5 лет, да? Так уходит ведь. Да, у мужчин 65, женщины 63. А женщина добедили 8 лет. Это же плохо, что это? Все планы на смарку. Вот так вот. Вот жизнь наша такая. Государство виднее, наверное. Правильно? Да. Как мы хотим по-нашему, не будет ведь?
А вы работаете или на пенсии? Нет, на пенсии. Уже на пенсии? Да. Уже все, уже волноваться по этому поводу не надо. Ага, мой возраст не попадает. Я уже все вышла. А вот если бы раньше приняли 65 лет, 63 года у женщин? Ну, конечно, недовольны были бы. Здесь, конечно, много проблем в этом, как говорится. С одной стороны, конечно, я за повышение пенсионного возраста, но с другой стороны, конечно, и есть свои нюансы в этом, потому что здесь должны сработать, как говорится, синхронно и работодатели, кто дает, обеспечивает работой, вот, и государство. То есть здесь должно быть синхронизирован тот момент повышения возрастного ценза. Вот. То есть не должно быть ограничений. А с другой стороны, государство должно предоставить рабочие места. Вот. Чтобы не получилось так, что у нас рабочих рук много, а рабочих мест нету. И куда деваться? Не только там старикам, молодежи-то некуда деваться идти. Вот это, как говорится, проблема. Если будут рабочие места, то здесь уже возрастной ценз, он может сам по себе отпасть. Вот в таком плане, я думаю, что повышение пенсионного возраста – это вынужденная необходимость, это не прихоть государства. Вот. И в других государствах то же самое происходит, потому что на одного, как говорится, пенсионера все меньше и меньше работающих. Вот. А они же обеспечивают пенсии пенсионерам-то. А как вы относитесь к повышению пенсионного возраста? То есть мужчине придется работать до 65 лет. Да, я знаю, плохо, мне кажется. Это очень плохо. А почему? Почему? Потому что иные пенсионеры не доживают до пенсионного возраста. Нам жить уже не дают. Люди не рады, мне кажется. Кому-то уже выходить, например, в скором будущем, а тут вот, у людей же всякое здоровье бывает. И я думаю, как-то надо не уравнивать всех. Что-то надо все-таки менять. Менять, конечно, надо, но не так вот всех как бы под одну гребенку получается. И кто и физически работает, я не скажу, что в офисе там легко работать, но как-то вот, потому что если даже увеличат, что это такое пенсия 12 тысяч? Это великое прям увеличение. А работать дольше, у кого-то не хватит здоровья, и работы нет, согласитесь. Где вот, например, не берут, если вот сокращение или что-то, не знаю как устраивается, особенно у нас вот в таких маленьких городках. Мне кажется, это полная катастрофа. Я против повышения, потому что должны люди тоже отдыхать. Не очень обрадовалась. Не очень? Очень грустно, да. Вместо 3 теперь целых 6 лет работать и не хочется. Не хочется. Да, я думаю, что не в состоянии каждый человек столько выдержать, столько работать. Поэтому я против повышения пенсионного возраста. Большинство мнений по этому вопросу отрицательные. Но кто-то в этом пытается найти положительные стороны. Мы будем следить за развитием данного законопроекта. Евгений Джабаров, Вениамин Григорьев. Специально для Канадской студии телевидения.